Обсудим сейчас эти цифры с нашим гостем. Зияутин Увайсов, руководитель дагестанской общественной организации «Монитор пациента». Здравствуйте. Здравствуйте. Зияутин, объясните, вот как вы понимаете эту двойную статистику, о которой я только что говорила, что 3500 заболевших ковидом и больше, в разы больше цифры заболевших пневмониями? Причина этого – это плохой учет больных по ковиду, плохое проведение тестирования, которое подтверждено в настоящий момент государственными органами, контролирующими. Тестирование признано неудовлетворительным. В результате, конечно, если у человека есть коронавирус и тестирование не проведено, а статистика выдается именно по результатам тестирования, она будет заниженной. А что вы имеете в виду плохое тестирование? То есть не всем, у кого пневмонию, делают тесты, или тесты некачественные, или? Я не могу сказать именно в чем проблема. Во-первых, не всем делают тестирование. Во-вторых, имеющиеся результаты тестов приходят очень поздно. В-третьих, те, кому проведено тестирование, они не могут получить результаты этого тестирования. Им не выдаются на руки результаты. Вот это основные проблемы. И люди, в общем, заняты не тестированием. Я не могу понять, зачем нужно выявление COVID-19 основывать на тестировании. Есть другие масса признаков, на основании которых и проходит лечение в больнице. И министр здравоохранения об этом говорил, да, что вирусная пневмония, которая сейчас имеется, и ковид, он лечится одинаково. Да, это его лечат именно как коронавирус. Если в самом важном вопросе, в самом важном аспекте в лечении их уравнивают, то точно так же это надо делать и в статистике. Тут, по моему мнению, имеет место неправильное ведение статистического учета. Почему? Потому что опора делается именно на тесты. Опора делается на тесты. Тесты, особенности людей, у которых явная клиническая картина имеется, у них уже есть двустороннее воспаление легких, оно выявляется на компьютерной томографии. Зачем нужно делать этот тест? Тест надо делать тем, кто не заболел, для того, чтобы на ранней стадии выявлять этих больных и их изолировать. А тех, у кого уже явная картина есть, я думаю, достаточно ставить диагноз на основании компьютерной томографии и именно это и брать результаты учета больных коронавирусом. А какова цель вот финальная, такое ведение статистики? В результате статистика по коронавирусу, она оказывается гораздо меньше. Вполне возможно это. Во-вторых... А зачем? Наверное, критерии оценки качества работы органов здравоохранения как-то связаны с количеством выявленных случаев COVID-19. Чтобы в Москве показать, что мы здесь хорошо работаем. Это имеете в виду? Вполне возможно, что это одна из целей. Другая – это вот компенсации, которые должны выплачиваться врачам. Я сегодня изучал этот вопрос. По крайней мере, есть ряд случаев, когда компенсации заболевшим врачам не выплачиваются, умершим, в том числе и родственники умерших не врачей, медиков. Точнее, они рассказывали, что до сих пор им документы с указанием на то, что у них был подтвержденный ковид, не выдаются. Проблема есть и с получением компенсации за умерших медиков и компенсации заболевшим. Я не знаю ни одного случая, кто получил компенсацию за причинение вреда здоровью. Да, она 68 тысяч рублей указом президента, но если ее выплачивать медикам, то половина, наверное, или треть медиков, которые работают с коронавирусом, они были заражены, прошли лечение. Зияутин, а вот еще хочу последний вопрос вам задать. Сегодня Путин сказал о том, что все проблемы, такие цифры по заболеваемости в регионе, это из-за того, что люди самолечением занимаются и не обращаются вовремя в больницы. Вы разделяете такое мнение? В принципе, можно с этим согласиться, но главный вопрос, почему люди занимаются самолечением и не обращаются в больницу, они это делают потому, что в больницу невозможно попасть. Да, для того, чтобы лечь в больницу, необходимо, чтобы там было место. Именно на самом пике, который недавно был по заболеваемости. Да, а мест нету? Мест не было. Люди, вот есть видеозапись, где скорая помощь приехала к больной, лежачей больной, и они говорят: вы скажите, куда нас отвезти, куда вас отвезти, мы вас отвезем, но в больнице не принимают больных, потому что все переполнены. Да, поэтому, поскольку трудно лечь в больницу, там зачастую не хватает медикаментов,
люди из-за этого занимаются самолечением, из-за этого люди поздно обращаются в медицинские учреждения, и как результат, конечно же, большое количество смертей, к сожалению, огромное количество смертей. Дагестан, он пережил катастрофу, по-моему. Что ж, спасибо большое, что вы смогли выйти к нам в эфир. Зияудин Увайсов, руководитель Дагестанской общественной организации «Монитор пациента», был с нами на связи. Спасибо. Спасибо вам.